Всем привет! С вами снова Километры путешествий. И сегодня мы с моей подругой Татьяной поедем смотреть. Вы увидите, что мы поедем смотреть. Сегодня у нас тут такое дело намечается. Мы опять куда-то собираемся. Здравствуйте. Доставка приехала. Доставка приехала. Здравствуйте. Здравствуйте, это доставочка по горячей. Наша переписка для того, чтобы вы понимали, насколько спонтанно мы собрались. Татьяна успела даже приготовить ужин. Начальнику своему в баночку налей, пожалуйста, он просит. Пожалуйста. Спасибо. Правда, баночки побольше не было, но извините. Ой, я сейчас Ну, помогу. поехали? Ляду с карасиком. Спасибо. Слышишь, что говорит? Я говорю, она всего 3 карася сварила. Он говорит, ну Вовка не будет. Нет, я 5 сварила, тебе 2 привезла. Вот. Ни хрена себе. Заехали в KFC-шку, взяли себе ужина маленько. Специально не стали ужинать дома. Мужчин домашней едой накормили. KFC расплатилась своей новой картой. Вот тут-то все и началось. Об этом смотрите дальше. 20:46. Все куда-то едут, непонятно куда. Они, видимо, туда же, куда и мы. Наверное. Мы Это вообще как бы Мархан. за городом едем, Да. Очень красиво на Шатайской трассе. Нифига не видно. Зафар. Сейчас где-то мы будем поворачивать. Вот поворот показывает. И между тем, там охотников. Слушай, ну, судя по вот этой красной полосе, что там интересное происходит. И этот тоже туда же. Ну, точно туда. Ну, давай, у нас помеха справа, Херли. А, лучше бы мы проехали первыми. Кто-то уже обратно едет, кто-то насмотрелся. И вот совсем скоро мы приехали в местность Усть-Хатын. Усть-Хатын – это специально культовое место для встречи якутского национального праздника Исаак, который отмечается 21 июня. Но сегодня уже 26 сентября, и мы приехали сюда совсем не за этим. Иногда люди сюда ездят за другими впечатлениями. Ребята, народу видимо-невидимо. Машины полные, битком. Куда они Все уезжают? Уже едут. насмотрелись, наверное? Наверное, уже посмотрели. Просто вообще везде одни фары горят. Здесь так сильно не видно. Просто на каждом шагу стоят машины, люди с термосочками. Вот они уже смотрят куда-то. Я его уже вижу! Я тоже вижу. Ура! Сейчас мы все увидим. Короче, мы тут приехали А, точно. в место X. Вообще, навстречу важную. Наконец-то. Да. Сейчас покушаем и пойдем. А небо здесь необыкновенно красивое, яркие звезды, летящий самолет. Все это мы увидели, потому что вдалеке от города нет иллюминации. Ну вот, собственно, то, зачем мы сюда приехали. Очень хочется верить, что оно будет еще ярче. Буквально за 10 минут такая красота уже. Я еще не доживала свою курицу. Северное, оно же полярное сияние. Это уникальное природное явление, которое возникает в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и встречаются с молекулами воздуха. Их дуэт образует причудливое разноцветное свечение на высоте около 100 километров. Совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения. По данному заявлению речь идет о том, что сотрудники банка, используя свое служебное положение, они компрометируют персональные данные граждан. На сегодняшний день цифра составляет порядка 120 тысяч жителей, пострадавших.
Вот данные сотрудники, они кредиты оформляют, также пытаются списывать личные средства. Светлана Леонидовна, у вас, к сожалению, также сегодня была попытка хищения средств. Ну Данную что? попытку Департамент безопасности Центрального банка, как указано в заявлении, приостановил, посчитав ее мошеннической. Мгм. Но гарантии того, что она повторится, никто не дает на сегодняшний день. Ага. Вам что-то известно на данный момент об этой ситуации? Нет, конечно, вы что? Да. Светлана Леонидовна, нам бы с вами сейчас необходимо было бы разобраться, откуда могла произойти утечка ваших данных и последующая компрометация. Поэтому вы постарайтесь припомнить, вы за последнее время, 3-4 месяца, куда самостоятельно могли обращаться, в какие организации и где могли предоставлять свои паспортные данные, либо же, возможно, какую-то другую информацию, которая могла вам навредить. Ну, я только в этом была, как его, этот сейчас, психдиспансер, короче. Психдиспансер, вы туда предоставляли свои паспортные данные? Ну, они же паспорт спрашивают, там полис, этот, как его, СНИЛС там какой-то, СНИЛС, пенсионный этот. А какова причина была посещения данного учреждения? Ну, я откуда знаю, меня муж туда привел. Светлана Леонидовна, вы постарайтесь припомнить, возможно, были посещения таких организаций, как страховые компании, МФЦ, МФО и тому подобное. Нет, не было. А муж на каком основании вас привел в психдиспансер? Как это вы не знаете? Ну, он мне сказал, что надо к врачу пойти. Что-то ему там не понравилось в моем поведении. Светлана Леонидовна, а вы отдаете отчет, с кем вы разговариваете сейчас? И как вы разговариваете, о чем вы ведете со мной беседу со своей стороны? Конечно, отдаю. Да, с кем вы разговариваете на данный момент? С мошенником. Как президенту не дозвониться. Да. Здравствуйте. Да, беспокоит вас из полиции, Управление экономической безопасности, капитан Поликарпов Александр Евгеньевич. Очень приятно. Что-то вы Вот мне видно, часто вас сразу слишком поставлю. звоните. А? Слишком часто вы мне звоните. Часто звонят вам, да, полицейские. Мне тоже, Светлана Леонидовна, мы с вами в одинаковой ситуации. В наше ведомство сегодня, дело в том, что было направлено заявление по факту мошеннических действий. Вы не подозреваемая сторона, сейчас подозреваются работники банковских организаций. У вас проблема не Слышь, с картами, мужик, не с подожди, счетами, мне не с некогда, у меня тут документами. северное сияние, снимаю я, мне некогда, подожди. Смотри, оно красным становится. Желто-красным, ага. Со всех сторон женский визг. Смотри, красное какое стало. Аю. Видимо, все так же орут, как и мы. Нахожу же до города, до Парижа. И луна такая. Луна, ага, прям. Там уже тайская трасса светится. Машины стоят одна за одной. О, даже с креслами приехали. Ничего себе, молодцы какие. О, надо в следующий раз раскладушку взять Да-да-да. на На матрасе. секунду вернитесь назад. Что по-китайски-то? Курен, что-то курите, моду Короче, 1-1. едешь такой, блин, читаешь и ничего не видишь. Очень классная дорога. Тоже тайская. Красиво, так уютненько. Вот куда они все едут на ночь глядя? Завтра всем на работу. Да. Мы, например, едем домой Да. спать. Через 15 минут горшок просто будет звенеть, и мы будем уже спать. Да. Вот они тоже домой едут спать.
приятной ноте мы заканчиваем сегодняшнее наше путешествие. До новых встреч!